Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели России. Это день настоящих героев, всех тех, кто спешит на помощь людям, оказавшимся в беде в результате той или иной катастрофы или же стихийного бедствия. Дата выбрана не случайно. 27 декабря 1990 года создан российский корпус, который стал базой для Министерства по чрезвычайным ситуациям. Наш корреспондент Ульяна Шагина провела один день вместе со спасателями и узнала о всех тонкостях этой непростой профессии. Эта удивительная история в 2014 году облетела весь мир. Потерявшуюся в тайге трехлетнюю якутянку Карину Чекитову нашли только на 12-е сутки. Искали ее тогда порядка 100 человек. Волонтеры, местные жители и, конечно же, спасатели. В этой операции участвовал и Альберт Ноев. В первую минуту, когда ее нашли, я был рядом, в 100 метрах шел. В цепи шли все. И вот ее обнаружили. Местный парень там обнаружил, между качкарников она сидела. Прямо, получается, чуть не наступила на нее, поэтому он обнаружил ее. Сегодня в службе спасения Якутии трудятся порядка 200 человек. Это спасатели, водолазы, кинологи, беспилотники, специалисты отдела по разливу нефти и, конечно же, автомобильный отряд. Ежедневно они, невзирая на погодные условия, порой, рискуя своей жизнью, выходят на спасение людей. Наша съемочная группа решила один день провести с этими бесстрашными ребятами. Посмотрим, чем же занимаются спасатели в свободное от спасения людей время. Утренняя служба начинается с построения. Командир проводит инструктаж и раскидывает каждому план ежедневной работы. Павел Алексеев в службе спасения уже 15-й год. Это сейчас он на руководящей должности. Но до этого 11 лет работал спасателем. Опыт большой. За хорошую работу награжден целым рядом госнаград, среди которых медаль за спасение утопающего и за отвагу на пожаре. В 1996 году я попал служить в армию в МЧС России, город Хабаровск. И после этого у меня пошла вот эта идея, как закончу служить, пойду в спасатель работать. Как и всякий спасатель, Павел не любит рассказывать о своей работе. Но самые тяжелые катастрофы, связанные с человеческими жизнями, никак с памяти не стереть. Депутатские участвовали, когда упал вертолет Ми-8 с людьми. Там вот самое-самое, то, что я видел на своих глазах, там очень сложная работа была. Вызовы в службу спасения поступают практически каждый день. Оперативный дежурный не только принимает звонки, но и направляет спасателей. И узнает от звонившего детали случившегося. На смену ежедневно здесь заступают 6 человек, готовые в любой момент выехать на спасение. По городу у нас 5 минут только все выезд. Да, 5 минут. Специфика работы спасателей такова, что они все время учатся. Занятия по оказанию первой медицинской помощи, ориентированию, горной подготовке, а также устранению аварийно-химических веществ проходят в ежедневном порядке. За последние десятилетия на счету якутских спасателей более 3000 спасенных жизней. И несмотря на сложности, многие здесь задерживаются. Не это ли служит доказательством тому, что спасатель – это все-таки не профессия, а больше призвание? Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск.